На подготовку школ и детских садов к началу нового учебного года в бюджете республики предусмотрено почти 2 миллиарда 800 миллионов рублей. Большая часть из них на строительство новых объектов. Так, в этом году начнут возводить сразу 4 образовательных учреждения. Школы в Эжвинском районе Сыктывкара и Ижме, детский сад в Печорском поселке Озерный, а также школу-сад в Мадмасе Усть-Вымского района. Также немало средств потратят на ремонт школ и детских садов. В продолжение той работы, которая была сделана в 2021 году. А надо сказать, она была беспрецедентная. Репортаж Елены Кононовой. Сегодня 18-я школа столицы своих учеников встречает обновленным ярким фасадом. Здесь в прошлом году был проделан невиданный объем работ. Наконец заменили кровлю, которая уже не один год протекала. Установили больше сотни новых окон. Полностью поменяли систему отопления. Сегодня смело можно ходить в туфельках по школе даже зимой. По всему зданию заменили около 1000 светильников. Мы сделали все. Здесь тоже, видите, освещение полностью сделано. Уроки физкультуры идут в обновленном спортзале. Отремонтировали потолок, вентиляционную систему, привели в порядок душевые. В последнее время они были в нерабочем состоянии. Очень серьезно готовились в 2021 году к приемке детей в школу. И нами были сделаны огромные работы. Мы практически во всех кабинетах поменяли окна. Что важно сейчас, именно когда у нас остро стоит вопрос соблюдения санитарно-эпидемиологического режима, у нас была отремонтирована кровля, утеплен фасад школы. Провели работы и по антитеррористической безопасности. Установили дополнительные камеры видеонаблюдения, а на въезде во двор школы сделали выдвижные автоматические ворота. В Ухтинской школе номер 5 учиться сегодня тоже намного приятнее. Родители вспоминают, в каком состоянии было здание учреждения буквально еще недавно. Текли потолки с 1-го вот по 3-й этаж, да. Какие-то кабинеты отдельные вообще еще ремонт имели только на советских времен. Вот с момента, наверное, как вот уже прошло года 4, школа меняется просто кардинальным образом. За последние годы особенно очень сильно. Здесь установили ограждение по периметру школы, отремонтировали пищеблок, обновили спортзал. Наконец привели в порядок парадный вход, который по причине аварийности был закрыт еще с 90-х годов. И, конечно, заменили все окна. Чему очень рады и родители, и дети, и, конечно же, педагогический состав, потому что школа была введена в эксплуатацию в 1980 году, и с тех пор окна были старые, и понимаете, в каком они были состоянии, что до них даже было дотронуться невозможно. Поэтому, естественно, после замены окон сейчас и в кабинетах, и в школе тепло, уютно и комфортно. В целом на подготовку к новому учебному году в 2021 году были потрачены беспрецедентные средства – более миллиарда рублей. Эта сумма позволила охватить практически каждую школу, каждый детский сад, а это более 700 учреждений. Работа проводилась самая разная, начиная от косметического ремонта и исполнения предписаний надзорных органов, заканчивая капитальной реконструкцией. И некоторые завершали уже под Новый год. На 22-й планы не менее внушительные. Действительно, в 2021 году был объем средств по сравнению с предыдущими годами действительно колоссальный. В этом году в настоящее время у нас порядка 200 миллионов на подготовку школ и садов к новому учебному году. Эти средства уже доведены до муниципальных образований для того, чтобы они начинали по завершению учебного года готовить свои образовательные организации. Вот, мы рассчитываем на дальнейшее выделение средств, ну и помимо тех средств, которые сейчас у нас уже выделены на подготовку к новому учебному году, мы привлекли на 2022 год средства федерального бюджета на подготовку и проведение капитального ремонта в 7 образовательных организациях дополнительно. В 2022-м планируют открыть двери сразу 3 новые школы – Помозино, Обячево и Усть-Ижме. А в поселке Мутный Материк первых дошколят примет новый детский сад. В этом же году начнется строительство новых объектов. Это будут современные учреждения с комфортными и безопасными местами для детей, оснащенными по всем современным требованиям. Елена Кононова, Виктория Науменко, Олег Костремин, Павел Лагутин, телеканал Юрган.